Что касается апартаментов, да, на самом деле глава города сегодня, когда попадает заявление на строительство апарт-отеля, абсолютно в стандартной форме, значит, запускает документ. Если у человека есть земля, понятно, предоставляет проект. Если нет земли, то пока заявляется с целью там построить. Да, так или иначе, он или имеет отношение по-абхазски, или переуступка прав произошла, или стоял объект, и он хочет его реконструировать. Апарт-отель не исключение. Ну, можно сказать, что нет закона, почему Ислам Федорович решил кому-то дать разрешение, распоряжение на строительство апарт-отеля. Есть у нас решение Кабинета министров 2019 года, где определен статус апарт-отеля. Он есть, он с собой у меня здесь. Отель. И апарт-отеля. Апарт-отель. Апартаментов и апарт-отеля. Я могу дать. Апарт-отель и апартаменты немножко... Апарт-отель, ну... Апарт-отель – это там, где есть там удобство, кухня, где мы с вами можем приехать. А мы только так, только так. Покупаем собственность. Это уже не, форму, какую захочет собственник использовать, я сейчас договорю еще раз, да, Гурий Иванович, я могу его оставить, если освежить надо в памяти тоже. Значит, документ такой существует. Решение Кабинета министров, где дает понимание апарт-отелю. Апартаментам, отелю, апарт-отелю. Значит, да, действительно, там, как говорит Гурий Иванович, есть норматив, который расписывает, сколько квадратных метров должно быть, какой санузел должен быть, какое количество спального места должно присутствовать и так далее. Я хочу вам почему сказать, потому что вроде бы закон никто не хочет принимать, так выразимся, да, с общественной точки зрения, а в тот же момент кто-то дает разрешение на апарт-отели. Ну, сами же вызывает вопрос. Я вот в этом контексте вот так на него отвечу. Кто хочет поинтересоваться, пожалуйста. Так, что касается моего личного мнения, ну, я думаю, что оно тоже, наверное, вот в общем контексте, как все вы выразились, да, я вот себе задаю вопрос, если бы у нас было бы не 4 месяца в году туристических, а круглый год, да, и круглый год к нам ездили бы туристы и заполняли бы отели на 80, на 90%, приезжая, уезжая и так далее, что бы в этом случае мы получили бы там перекос в плане, там, скажем, я не знаю, нашего национального состояния и так далее. Вот внутри нас. Куда-то мы делись бы в этом отношении. Взять номер в аренду на год, никаких проблем нету. Да. Можно договориться. Вот, там. Или какая-то другая форма. Вот я пытаюсь самому себе задать, или приехать на неделю, или взять. Какая другая форма? Формы бывают разные. Вот. Аренда или собственность, это, вы понимаете, если коммерческий объект, ключевая разница. Уважаемый Гурий Иванович, если сегодня стоит отель, и я с собственником договорюсь выкупить, что мне не продаст? Я могу пользоваться им, как считаю нужным. Нет, вопрос законности. Отель построен не для того, чтобы продавать. Не, ну для чего это вопрос такой? Вот в том контексте, который закон принимается, именно в том контексте, Не, одну минуту. Апарт-отель он и есть, и апартаменты, ты их сдавать в аренду можешь продать. Я тебе еще раз говорю сегодня, что сегодня я могу прийти, и собственник отеля может мне продать этаж. На время, не на время, комнаты, а может и весь отель продать. Речь о чем идет? Здесь вот как раз в той форме, о которой вы говорите, я абсолютно за, чтобы у нас строили апарт-отели. Это кто против этого? Что гостиница, что апарт-отель. Вы же говорите о том, что сложно проконтролировать, весь апартамент продать, не весь апартамент отдать. Здесь речь идет о том, чтобы вот это под вывеской апартаментов не началась продажа жилья. Вот о чем идет речь. Я знаю, я тебя же слушал на каких-то выступлениях, не на каких-то, абсолютно точно выступлениях, там, твою позицию я знаю. Да. Я вот пытаюсь, и тебе в том числе, Гурий Иванович, ответить, что сегодня, если тот законопроект, который есть сейчас, да, он никакие ворота шире не открывает. По моему личному мнению, да, он только систематизирует этот вопрос, ограничивая самым главным, да, сейчас появляются дополнения по зонированию там и так далее, где можно, где нельзя. И вообще любой проект под апарт-отели попадает на решение Кабинета министров. Можно ему доверять сегодня, можно не доверять правительству. Следующему правительству можно доверять, не доверять, в зависимости, у нас в основном это с политическим подтекстом всегда происходит. Поэтому я вот считаю, что давайте к этому отнестись надо немножко, я понимаю... Без политики. Во-первых, без политики понятно, да, но и немножко
осторожно, Адгур, я тебя очень уважаю, но вот твои страхи, которые ты потом еще берешь, нагоняешь кому-то еще, что мы здесь получим перекос. Адгур, мы знаем эту историю. Я повторяю тебе, ты можешь мне ответить на вопрос? Если у нас круглогодичный курорт в Абхазии, 100% солнечных дней, и сюда поехали туристы, мы же им не даем... Там, во-первых, постоянное пользование, секунду, да, я говорю, ты читал, наверное, этот закон, да? Постоянного пользования там нет, прописок никаких нет, ничего не имеют, кроме того, что приехать и побыть на определенное время. Слушайте, поверьте, я не защищаю, я себе больше задаю эти вопросы, даже когда с вами дискутирую. Я вам сказал нынешнюю ситуацию и начинаю читать документ, который предлагается. Потом у этого закона есть еще определенные платежи, которые мы можем направить, как нам говорят, в виде проекта, которые мы можем направить целевым образом в некий фонд, который сможет давать возможность там, строить жилье и так далее. Я пока, да. Есть вопросы, когда говорят о апарт-отеле, надо немного, я думаю, с терминами определиться. Апарт-отель – это тот же самый отель. Обычно он ничем не отличается от любой другой гостиницы. Вот многие были на Красной Поляне, есть вот этот большой комплекс, как-то бархатный сезон, по-моему, называется. Да, это апарт-отель, да. Там ты не купишь номер. Это обычная гостиница, просто там есть кухня. Когда у нас говорят, если мы, конечно, должны идти к тому, чтобы у нас сезон был не 3-4 месяца, а, допустим, 12 месяцев. Но это не значит, что турист приехал в январе и год в Абхазии живет. Он приедет на неделю, на 2. Одну секунду, а кого ты ограничиваешь? А кого ты ограничиваешь? Захотел приехать. Это не турист, это уже житель. Послушай, мы сегодня не можем никого ограничивать, дорогой мой. Это я не говорю ограничивать, я говорю, что мы должны разделить жителя от туриста. Послушай. Это немного разные категории. Адгур, меня об этом не надо учить, я тебе серьезно говорю. Что касается твоего мнения, я пытаюсь не то, что на него повлиять. Но как он может быть туристом, если он год, 2, 3, 10 лет живет? Нет, подожди, а кто говорит о том, что в апартаментах, даже в том нормативном документе, который выходит, что там написано круглогодичное нахождение? Ты его читал? Ты его читал? Что там написано дальше? Да, его ограничивает закон присутствия на территории. Да, он может уехать, да. 3 месяца наградиться, выехать через границу и заехать. 180 дней, что ли? Мы же понимаем, посмотри, какие лазейки. Нет, здесь дело не в лазейках, здесь количество дней нахождения. Написано четко в этом законе. Посмотрите. Я считаю, что вообще давайте так договорю, я попробую в своем ответе поставить точку. Нет, я вам рассказал по действующую историю, я сказал про нормативный документ, который есть, привел несколько примеров. Теперь немножко о глобальном, наверное, да, как подходить вообще к такого рода вопросам. Значит, могу вам, уважаемые депутаты, снова из прошлой жизни, когда был вице-премьером при Александре Золотинсковиче, значит, велась работа по схеме территориального планирования. Да? Она практически это республиканская была история, делал ее Гипрогор, да, и финансировали тоже для нас россияне, имеется в виду бюджет Российской Федерации. Он выполнил, я последний раз брал данные, потому что я с докладом, это в телевидение не попало, выступал в присутствии президента, вице-президента, премьер-министра. Попросил, чтобы мы возобновили эту работу по схеме территориального планирования, а также развития территории. После того, как мы завершим схему территориального планирования. Что она дает? Она дает понять, где мы что развиваем, где развиваем производство, где развиваем жилой фонд, где развиваем сельское хозяйство, а где развиваем отель, инфраструктуру, туризм. Вот в чем вопрос. Вот там все сосредоточено. Тогда вот этих разговоров не будет 100 тысяч апартаментов, 10 тысяч апартаментов. Кто-то хочет, там, я не знаю, мандариновый рай может построить, кто-то что-то еще хочет сделать. Вот тогда будет полностью понимание. Я сторонник таких вещей, программных продуктов, и всегда был приверженец этих вещей. Слава Богу, сейчас дано поручение. Не сейчас, это уже сколько, с Нового года, да? Дано поручение, к нам поступили справочные материалы, уже пришли, мы готовим материалы к продолжению работы схемы территориального планирования с возможностью дальнейшего, значит, развития территории. Вот так скажу. И это вообще, может быть, раньше надо было делать, не знаю, пандемия, не пандемия, СВО, специальная военная операция. Что мешает этому? Пока для себя не могу понять. Во всяком случае, эта работа началась. И я думаю, что это будет такое хорошее дополнение к многим нормативным документам. Которые должны мы принимать для того, чтобы завтра, послезавтра жить стало лучше.